А я, как опять же рядовой турист, понимаю, что событийный туризм – это когда в стране проводится какое-то массовое, яркое мероприятие, как, например, бразильский карнавал, алые паруса в Санкт-Петербурге, что-то вот такое. И вот там, фестиваль тюльпанов в Голландии. И вот под это событие массовый туризм подгадывает свой отпуск. Что-то, вот правильно ли я понимаю это слово, и планируется ли что-то такое проводить? У нас же множество перспективных, потенциальных вещей, которые могут быть. Но из событийного туризма что происходит в нашей стране? Это Всемирный игры кочевников, конечно, было большим событием, что, конечно, немножко огорчает то, что она ушла в другие страны, и, может быть, после Казахстана мы обратно сможем вернуть к себе. Ну, об этом сейчас идет разговор. У нас в последнее время очень хорошо себя проявляет Кольфест. Это на южном берегу Иссык-Куля проводится музыкальный фестиваль, где очень хорошая атмосфера. И туристы со многих стран уже знают про это мероприятие и планируют свои отпуски именно в эти дни. У нас проводит в этническом плане Кыргыз-Шырдағы Нарыни, что тоже привлекает большое количество туристов, потому что туристам интересно попробовать самим это изготавливать, самим участвовать в процессе, и такая возможность в этих фестивалях предоставляется. Ну и один из самых больших для южного региона – это Ошфест, который привлекает больше всего туристов из Узбекистана, из соседних стран, который показывает колорит именно южного региона. Поэтому из таких республиканских масштаба мероприятий это вот эти. А из международного это был Всемирный игры кочевников, которые сегодня стараемся, по крайней мере, возвращать обратно. А давайте, Азамат, еще спросим наших подписчиков, какое, вот, на их взгляд, вот такое событийное мероприятие могло бы стать визитной карточкой нашей страны. Вот я, например, предлагала, я много где была, и мне предлагали посетить Розарии. И я могу сказать, что нигде, ни в одном Розарии нет таких прекрасных роз, которые цветут просто вот у нас в пансионатах на Иссык-Куле. Я вот и говорю, мне кажется, что если сделать Розарий на Иссык-Куле, мы будем привлекать туристов почище всякой Голландии. Вот начала с себя, обращаемся к читателям, подписчикам, давайте соберем и отправим в фонд туризма наши предложения. Вдруг что-то реализуете. На самом деле Иссык-Куль отличается вот такими продуктами, особенными продуктами. Мы какое-то время назад были в Татарстане, и у нас была большая делегация, которая принял нас президент Татарстана. И там он озвучил одну фразу, которая нас удивила, конечно. Он сказал о том, что всем рекомендую поехать на Иссык-Куль и заняться урюкотерапией. Такого урюка в мире нигде вкусного, полезного не кушал. Поэтому вот он пригласил всех из-за этой причины на Иссык-Куль. Если он собирается урюкотерапией, то, конечно, это Баткен. И опять же, Баткен в период цветения садов может составить конкуренцию японской сакуре, я считаю. Я абсолютно с вами согласен. Мы эту тему в последнее время тоже поднимаем, чтобы из цветения урюка в Баткене сделать хорошее мероприятие. Но для этого, конечно, необходимо создавать какую-то инфраструктуру, как в Японии, потому чтобы, когда гости там посещают, были где жить, чем наслаждаться, понятно, но потом, да, что делать. И вот эти продукты необходимо создавать там.